Несмотря на разногласия и бои в приграничных территориях республик-соседей Душанбе и Бишкек смогли подписать документ, обеспечивающий мир. Душанбе, 19 сентября. Спутник, главы Таджикистана и Киргизстана Саймонин Етимов и Камчебек Ташиев провели переговоры. Об этом сообщил спутник Таджикистан, глава пресс-службы правительства Сагдийской области Музафар Юнусов. Встреча состоялась на территории погранперехода Абулистон. Стороны обсудили вопросы обеспечения стабильности в приграничных районах республик, а также необходимость соблюдения режима прекращения огня. Итогом беседы стал мирный протокол, состоящий из 3 пунктов. 1. Отвод войск с линии границы в места постоянной дислокации. 2. На границе двух стран останутся только погранотряды. 3. Продолжить процесс по урегулированию приграничных вопросов, нормализации ситуации в приграничье. Утром 14 сентября перестрелка между военнослужащими обоих государств началась в местности Кирджаму, это вору города Исфара, а затем продолжилась рядом с Джамуатом Зумрат в районе Черкишлак, а после в Чоркухе. Со стороны Таджикистана число жертв перестрелок выросло до 2 человек, оба пограничники, пострадали еще 6, из них 4 гражданские. Кто раздувает пожар на таджикско-киргизской границе и как его потушить? Конфликт на границе двух стран обострился с новой силой утром 16 сентября. В таджикском ТУН заявили, что военные пограничные заставы Кокташ-Баткенского погранотряда Киргизстана нарушили договоренности и открыли огонь. Они обстреляли заставу Душанбе погранотряда Исфара, а затем атаковали приграничные населенные пункты Таджикистана. Боль и горечь в открытую высказались о конфликте на таджикско-киргизской границе. В результате конфликта погибли 7 местных жителей, еще 14 человек получили ранения. Власти стран договорились о прекращении огня и отводе вооруженных сил от границы. Однако после этого киргизские военнослужащие продолжили обстреливать таджикские населенные пункты. В результате атак погибло не менее 41 человека, десятки получили ранения.